Здравствуйте! В эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Юрий Осипов. Полицейские установили подозреваемого в краже телевизора из магазина в Якутске. По сообщению МВД региона, неизвестный украл телевизор прямо из торгового помещения. Вором оказался ранее судимый за кражу 26-летний мужчина. Злоумышленник был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы. По словам подозреваемого, он планировал продать похищенный телевизор, однако не успел, и сейчас украденное изъято. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит срок до 5 лет. Якутянин забыл открепить мобильный банк от старого номера телефона и лишился денег. По сообщению прокуратуры региона, подсудимый поменял номер своего телефона на новый. На него поступило сообщение о том, что к данному номеру подключена услуга «Мобильный банк». Проверив баланс счета, он узнал о наличии на нем денег и перевел их на счет своей знакомой. К моменту рассмотрения уголовного дела в суде подсудимый, раскаявшись в содеянном, возместил потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме. По результатам рассмотрения уголовного дела суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил его к наказанию в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком и возложением дополнительных обязанностей. Ранее судимый 30-летний житель Хангаласского района подозревается в краже. Местный житель сообщил о пропаже строительных инструментов и цифровой техники. Вором оказался ранее судимый за имущественное преступление 30-летний мужчина. Установлено, потерпевший и подозреваемый находились в компании своих знакомых, где распивали алкоголь. В ходе застолья подозреваемый узнал, что потерпевший проживает в том же доме этажом выше, и спустился в гости к соседу, не заперев входную дверь. После того, как мужчина уснул, злоумышленник поднялся наверх, проник в чужую квартиру и украл планшет, мобильный телефон, музыкальный центр и строительные инструменты. Все украденное он обменял в тот же вечер на 1 бутылку коньяка. Похищенное изъято. В его отношении возбуждено уголовное дело. Полицейские раскрыли кражу ювелирного изделия в Мирнинском районе Якутии. Местная жительница сообщила полицейским, что неизвестные украли золотую цепочку с золотым кулоном. Вором оказался 35-летний знакомый заявительницы. Установлено, что в день происшествия потерпевшие и подозреваемые совместно распивали спиртные напитки в гостях у общих знакомых. После застолья мужчина вызвался проводить заявительницу до дома. Однако по пути злоумышленник, воспользовавшись нетрезвым состоянием своей приятельницы, незаметно снял с ее шеи золотую цепочку, после чего сдал похищенное в ломбард за 9 тысяч рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Бывшего бухгалтера крупнейшей ресурсоснабжающей организации приговорили к условному сроку за хищение более 6 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Женщину признали виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. По данным следствия, подсудимая с 2015 по 2019 год вносила корректировки в электронные платежные документы за отпуск и командировки сотрудников предприятия. Сумма хищений составила более 6 миллионов рублей. Женщина причинила юридическому лицу ущерб в особо крупном размере, отмечают в ведомстве. Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил бывшему бухгалтеру 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины и 3 детей в Подмосковье. По сообщению Следственного комитета России, задержан подозреваемый в убийстве женщины и 3 ее внуков. Им оказался 32-летний родственник потерпевших. Как отмечает СК, допросить предполагаемого убийцу не удалось из-за его неадекватного поведения. Мужчину направили на медицинское освидетельствование. Тела жертв с множественными ножевыми ранениями нашли в квартире 7 марта. По данным следствия, женщине было 45 лет, 2 детям по 2 года, еще одному 8 лет. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.